Челомдун РТС продолжаю вещать из села Брыкованска. Из нашего села на Великую Отечественную войну было призвано 314 человек. Из них вернулось всего лишь 132 солдата. И в этом видео я вас хочу познакомить с ветераном Великой Отечественной войны, с моим дядей, братом прадедушки, с Немчиновым Алексеем Игнатьевичем. Он родился 22 августа 1920 году. Уроженец села Брыкованска, Ижемского района, Коми АССР. Призван Ижемским военкоматом в 1940 году. Война застала его в Каунасе. В 1944 году он был ранен в одном из боев под городом Баковым. После госпиталя он приехал домой с воинским званием рядовой. Более подробная информация у меня на странице во ВКонтакте. И 3 за мирный труд. Хочется про него рассказать несколько историй, которые я сам слушал, не от него, конечно, но мне тоже рассказывали. Вообще хочется сказать, что Алексей Игнатьевич верил в предопределенность судьбы. То есть думал, что человек умрет тогда, когда ему суждено. И действительно так и было. На фронте было много случаев, когда он ранился, когда его товарищи умирали прямо на его глазах, а он сам выжил, вернулся. Рассказывал, стояли они в березовом лесу, и мой дядя наблюдал, нет ли поблизости врага. Он выглянул из дерева, потом еще раз выглянул, и у него чуть-чуть каска осталась торчать там, за деревом, а его самого не видно. И вдруг слышен такой звук «дзинь». Он думает, что случилось. Потом так осторожно за дерево зашел, снял каску, смотрит, а каска у него продырявленная. Это, оказывается, немец ему выстрелил. И второй случай, когда он чуть не умер. Сидят они с другом в шалаше, ружье чистят. Вот, и мой дядя чуть-чуть что-то раз задержался с ружьем, подольше чистил. И как раз привезли полевую кухню. И вот друг вышел к этой кухне, и моего дядю тоже позвал. Но мой дядя был целеустремленный, он сказал: нет, я сначала это закончу, потом выйду и поем. И вот друг вышел, и через несколько мгновений, минуту примерно, вдруг слышен взрыв. Дядя надевает каску, быстро выходит, смотрит, а снаряд попал прямо около этой полевой кухни, и его друга убило, а мой дядя остался жить. После того, как Немчинов Алексей Игнатьевич вернулся с войны, 30 лет еще проработал в нашем селе Брыкованске кузнецом. Мы никогда не забудем цену мирного мая. Потеплело, все живое просыпается, а снег начинает таять. Больше морозов не будет. К сожалению, на севере преобладает пасмурная погода. Вот и не могу показать все краски весны. Скоро солнце пойдет на закат, вечер, везде лают собаки. Я вот вышел покататься на мотоцикле. Ну, снег уже на дороге сошел, растаял, дорога высохла. Почему бы и нет? Холодно, конечно, но потеплее оделся и не замерзну. Весна – время хозяйственных работ. Сегодня весь мир отмечает праздник 1 мая. Мир, труд, май. В селе все начало тоже таять, все прелести выходят наружу. И этот праздник создан специально для того, чтобы всей семьей собраться во дворе и убраться. Чувствуется, что уже весна всего пришла, воздух стал очень-очень теплый. Не заметили, как и время пролетело? Настал слегка необычный в этом году великий праздник – День Победы.
В этом году ледоход необычный. Лед сходит по частям. Сначала плывет одна часть, потом чистая река, дальше следующая. Это происходит из-за того, что там наверху лед до сих пор еще стоит. В интернете написано то, что в мутном материке ледостав за окраинами. А вчера здесь было чисто. Сегодня опять откуда-то лед прибыл. После ледохода вода будет прибывать. Начнется половодье, и распутица в селе закончится.